Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана-Сосногорск», в студии Мария Ледовских. Здравствуйте! Сегодня в России стартовали президентские выборы, которым суждено стать одними из самых важных за всю историю. Отдают голоса за кандидатов и жители Сосногорского района. Андрей Калиничев продолжит. Избирательные участки Сосногорского района открылись ровно в 8 часов утра. В течение 3 дней здесь будет писаться история России. 15, 16 и 17 марта жители нашей страны не просто выберут президента, а выразят свое отношение к таким понятиям, как суверенитет, традиционные ценности, право свободных людей на самоопределение. Сегодня выборы проходят в очень сложных условиях, поэтому каждому гражданину Российской Федерации, который достиг избирательного возраста, очень важно сегодня прийти на выборы президента России, потому что мы голосуем за наше будущее, за наше стабильное экономическое развитие, за нашу мощь. И, конечно же, сегодня очень важно, чтобы вся Россия, все люди объединились, все пришли на выборы. Я думаю, что это знаменательное событие. И надеюсь, что люди понимают, что, отдав свой голос, мы едины, мы все вместе, мы сила. Уже с первых минут на участках ажиотаж. Многие сосногорцы не стали откладывать на потом исполнение гражданского долга и проголосовали в самом начале выборов. Участие в выборах президента – это не просто право каждого гражданина, да? Это непосредственно его обязанность, потому что когда мы объединяемся, мы должны объединиться и проголосовать за лидера нашей страны, который будет вести ее к процветанию и улучшению. И мой голос, как минимум, в этот день – это маленький шаг в этом направлении. Когда мы приходим сюда на голосование, мы выражаем то чувство, которое у нас в душе, в глубине сидит, и хотим, чтобы все приняли действительно реальное такое участие в жизни нашего государства. Выборам все возрасты покорны. После 18 лет гражданин получает почетное право голоса. Участнице Великой Отечественной войны Ольге Ильиничне Гладковой 101 год. В молодости она творила историю на полях сражений. Сегодня пишет ее в избирательном бюллетене. Возраст только прибавляет ветерану ответственности за Россию и ее народ. Все, свой выбор сделали. Желанными гостями избирательных участков становятся молодые люди, впервые принимающие участие в выборах. По традиции сотрудники участковых избирательных комиссий вручают молодым избирателям небольшие сувениры, чтобы у молодежи осталось приятное впечатление от первого в своей жизни голосования. Жители нашего района активно участвуют в выборах президента Российской Федерации. Особенно радует участие молодежи на этих выборах. Впервые голосующие избиратели активно приходят на избирательные участки и принимают участие в голосовании. Члены участковой избирательной комиссии поздравляют с таким важным событием в их жизни и дарят небольшие сувениры впервые голосующим избирателям. Кому-то еще рано принимать участие в выборах, но без праздника юные сосногорцы, конечно же, не останутся. Возле избирательного участка в Доме детского творчества участников голосования встречали сказочные персонажи. Многие из нас помнят, как в детстве ходили с родителями, бабушками или дедушками на выборы, как, затаив дыхание, бросали бюллетень в опечатанную урну. И с детства мы привыкли, что проведение выборов – это праздник. Вот и сегодня мы решили коллективом Дома детского творчества подарить сосногорцам, тем, кто прикреплен к нашему избирательному участку, праздничное настроение. А особенно тем, кто пришел с детишками, чтобы ребята также запомнили проведение выборов как праздник, и когда станут взрослыми, станут избирателями, обязательно приходили на выборы. На других избирательных участках также подготовлены развлекательные мероприятия. Спортивные соревнования, концерты, даже викторины для взрослых и детей. Все это ждет избирателей. Также у сосногорцев будет возможность выиграть призы в рамках федеральной акции «Всей семьей на выборы». Участникам проекта нужно сделать общее семейное фото и опубликовать у себя на странице во ВКонтакте или Одноклассниках с хэштегом «Всей семьей». Вся информация на официальном сайте проекта всейсемьей.рф. Конечно же, люди приходят с семьями, приводят своих детей. Выборы все так же остаются праздником для людей. Конечно, они фотографируются. Хотелось бы, чтобы это
событие осталось в их памяти. И когда дети станут взрослыми, им было что вспомнить. Также с 15 по 17 марта проходит голосование за то, как будет выглядеть Сосногорская аллея славы. Ее создание начнется в этом году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В 2025-м аллея обретет законченный вид в соответствии с дизайн-проектом, который выберут сосногорцы. Адреса пунктов голосования можно узнать на сайте, адрес которого на ваших экранах. 2 дизайн-проекта «Аллеи славы» на будущий год – это работы по обустройству дорожек, освещению, установке малых архитектурных форм, обустройство парковки, установка доски памяти. А также в одном дизайн-проекте планируется установить флагштоки и развесить флаги. Дизайн-проекты будут отличаться помимо флагов и флагштоков оформлением дорожек и центральной части территории. Наступающие выходные сделают для сосногорцев яркими не только выборы. 16 марта возле Дома детского творчества состоится торжественное мероприятие в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, которое завершится автопробегом по городу. 17 марта на площади имени Гагарина пройдет народное гуляние, посвященное Масленице. Горожан ждут катания на лошадях, угощения, множество конкурсов. Организаторы мероприятий с нетерпением ждут в гости всех жителей нашего города. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В администрации состоялась встреча предпринимателей Сосногорского района с министром сельского хозяйства Республики Коми Ильдаром Андарьяновым. О том, что было интересного, в следующем репортаже. Ильдар Махмутович приехал лично пообщаться с сосногорскими сельхозпредпринимателями и ответить на имеющиеся вопросы. Он отметил, что в районе есть большой потенциал для развития животноводства и растениеводства. Я знаю, что много тут инициативных людей. Хотя крупных сельхозпредприятий тут нету, кроме тепличного комбината, но тем не менее район перспективный. У нас большая заинтересованность есть в развитии сельского хозяйства со стороны районной администрации, чего редко где наблюдается. Поэтому министерство всегда открыто, всегда готово вам помогать. Оксана Кудрявцева – один из немногих сельхозпредпринимателей республики, который занимается переработкой молока. В 2022 году, благодаря грантовой поддержке от республики, Оксана открыла сыроварню. На сегодняшний день на предприятии перерабатывается 10 тонн молока в месяц. Конечно, без проблем не обходится. У нас нет здесь хозяйств крупных, где можно было бы брать молоко на переработку. Ведь переработка, она очень глубокая в плане того, что она очень требует много затрат. И действительно, сыроварня есть, а значит и спрос на молоко. А вот животноводческих ферм в районе нет. Ранее глава района Ильдар Махмутов уже призывал активных граждан проявить инициативу в сфере сельского хозяйства. Неожиданно для администрации о желании открыть козоводческую ферму заявил 8-классник Ростислав Семенов. О своей задумке Ростислав рассказал лично главе района Ильдару Махмутову и получил полную поддержку. На данный момент у юноши уже есть небольшое хозяйство. У меня на данный момент коза и куры. И пришла идея с созданием бизнес-плана по козоводческой ферме. Я думаю, почему бы не заняться, потому что это прибыльно. И так как у нас есть в Сосногорском районе сыроварня, куда требуется молоко. Бизнес-план уже готов. В этом школьнику помогли в районной администрации. Еще немного времени осталось до подачи заявки на участие в грантовом конкурсе Республиканского министерства сельского хозяйства. В случае победы на воплощение бизнес-идеи в жизнь будет направлено 10 миллионов рублей. Ильдар Андарьянов идею оценил. Он пообещал Ростиславу, что будет поддерживать его на всех этапах. Школьного возраста вы заинтересовались сельским хозяйством, это, конечно, прекрасно. Я думаю, что ваш опыт надо распространять. Да, мы вас возьмем под крыло, если хотите. Давайте наладим взаимодействие. И я вас приглашаю к себе, обязательно приезжайте. В целом министр отметил, что несмотря на суровые климатические условия, сельское хозяйство в Коми становится очень разносторонним. Сосногорский тепличный комплекс тому пример. Разводят у нас и пчел. Жительница Усть-Ухты и владелица цветочного магазина Надежда Мацулевич несколько лет назад решила попробовать себя в пчеловодстве. Затянула. И сейчас на прилавках в ее магазинах можно увидеть настоящий северный мед.
Помимо этого, предприниматель выращивает цветы в теплицах, которые, к слову, потом украшают наш город в летний период. Когда многоотраслевое производство, все равно оно, все знают, это она получается более устойчивой. Потому что год на год не приходится, когда-то у нас там дождливый год, да, когда-то холодный год, а когда-то наоборот жаркий год. И спрос тоже, он тоже меняется, он не постоянен. Но мед, качественный мед, северный мед, он, кстати, это мне самому нравится. Ильдар Андарьянов поблагодарил присутствующих за активность. Предприниматели заручились поддержкой со стороны министерства и получили ответы на заданные вопросы. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме культуры «Горизонт» прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Его главная задача – повысить интерес школьников к чтению. Конкурсанты, ученики 5-11 классов школ района, представили на суд жюри отрывки из произведений российских авторов. С подробностями Полина Вивденко. Всероссийский конкурс юных чтецов проводится ежегодно. Сначала ребята участвуют в школьном этапе, затем следует муниципальный. Конкурсанты выбирают отрывок из литературного произведения 18-21 веков, написанного прозой. Можно воспользоваться списком рекомендованных книг. Ученица 4-й школы Полина Тихонова продекламировала текст из произведения писательницы Ксении Драгунской. Мне показалось очень интересным, и мне кажется, у меня получается больше вести, скажем так, диалоги, рассказывать от лица женского персонажа, и тем более такого возраста, который мне подходит. Мне очень интересно показать свои возможности другим людям, и если у меня получится, пройти дальше. Ева Чеснокова представила школу номер 1 поселка Нижний Одес. Она выбрала для декламации сказку Михаила Салтыкова-Щедрина. В живой классике Ева принимает участие 3-й год подряд. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению вдруг. Ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Каждый год у меня меняются произведения. В первый раз я брала военные произведения, второй раз я брала произведения про жизнь, и 3-й раз уже про совесть. То есть у меня как-то циклично все идет. Произведения меняются, меняюсь я. Мероприятие «Живая классика» развивает, раскрывает детей с разных сторон. Все-таки литература – это такой предмет очень важный для всех. Жюри, в котором были работники учреждений культуры и образования, оценило конкурсантов по бальной системе. Победителями стали Полина Тихонова, София Шонина из Сосногорской школы номер 2 и ученик гимназии Арсений Челевич. Они представят наш район на региональном этапе конкурса. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В конце выпуска коротко о погоде. В выходные столбик термометра поднимется до +4. Возможно осадки. В связи с потеплением на дорогах возможно гололедица. Будьте внимательны и осторожны. На этом пока все. До встречи в ближайших выпусках нашей программы. Это наше обычное ивановское утро. Я хочу, чтобы нас было больше. Не дергайся. Я реально хочу, чтобы нас было больше. Это наша чисто смирновская проблема. Ну как тут мимо пройти? Я хочу, чтобы нас было больше. Это мои лучшие вечера. Вечера Покровских. И я хочу, чтобы их было больше. Потому что нет ничего больше, чем счастье. Нацпроект «Демография». Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.